Коллеги, добрый день. Мы начинаем наш вебинар «Образовательные ресурсы нового диска для общеобразовательных организаций», в частности, ресурс «Образовариум», который у нас встроен в систему ГИСЭО. По соглашению с компанией «Новый диск» они предоставляют нам эти ресурсы для апробации. Практически уже настроили эти ресурсы в нашей системе ГИСЭО. Небольшая там доработка еще нужна, но тем не менее сегодня нам коллеги из компании «Новый диск» предлагают познакомиться с ними поподробнее и посмотреть, как это все работает. И я приглашаю Павла Евгеньевича Бакунина, представителя компании «Новый диск». Павел Евгеньевич, добрый день. Добрый день, Вячеслав Алексеевич, добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо вам за интерес к ресурсам нового диска. Мы со своей стороны сейчас пытаемся сделать максимально возможное для того, чтобы облегчить вам работу в данном периоде, когда все школы перешли на дистанционное обучение. И в этом смысле в Республике Коми есть замечательная интеграция с вашей государственной информационной системой электронное образование. То есть вы видите наши образовательные ресурсы, их практически всю часть внутри вашей информационной системы. Для начала я представлюсь еще раз. Бакунин Павел Евгеньевич, директор по развитию компании «Новый диск». Наша компания занимается электронными образовательными ресурсами уже более 25 лет и накопила, как вы сами понимаете, довольно большой объем этих ресурсов, да, то есть есть у нас определенные компетенции в этом направлении, которые мы с вами и хотим сегодня поделиться. Мы уже проводили вебинар по нашим образовательным ресурсам, но с учетом того, что у нас заняло определенное время настройка серверов, разворот этих ресурсов непосредственно в Республике Коми, и с учетом того, что сейчас вот такая ситуация в стране у нас сложная, да, школы переходят на дистанционное обучение, мы решили наш вебинар еще повторить, но уже с большим упором на то, что у вас есть, а также на то, как это непосредственно применять при организации дистанционного обучения. Я сейчас выключу камеру, оставлю микрофон. Сейчас слышно, да? Слышно должно быть. Перехожу на демонстрацию рабочего стола и постараюсь вам сейчас показать, что мы... Так, все пропало, и голоса не слышно. Или слышно все-таки голос? Коллеги, слышите меня? Все, отлично. Рабочий стол мой видно? Голос есть, это хорошо. Все, отлично, хорошо. Тогда я приступаю к демонстрации. Значит, я вот так, наверное, покажу, чтобы я и вас видел, и вы меня слышали. Значит, мы на самом деле с того момента, когда начался карантин, да, и школы начали переходить на дистанционное обучение, немножко расширили и облегчили доступ к нашим ресурсам. То есть мы создали специальный портал obrnd.ru, это за пределами ГИСЭО, то есть вы можете на этот сайт перейти самостоятельно уже дополнительно, да, и здесь собраны наши последние ресурсы, самые последние, самые интересные. Это ресурс для подготовки к школе, курс по информатике, курс по английскому языку, это опыты по физике и по химии. Здесь есть большая страница лендинга, рассказано, где и как их можно использовать. Для того, чтобы начать пользоваться этим, достаточно нажать на кнопку «Начать». Кроме того, мы сейчас активно проводим для регионов еще и серии обучающих вебинаров непосредственно, не только вот такие вебинары, как сейчас, но и вебинары тематические, то есть для конкретных учителей-предметиков. То есть вы видите сейчас, здесь у нас есть вебинары по «Стань школьником с Равобориком», это подготовка к школе, есть вебинары по информатике, да, по нашему новому курсу, по английскому языку, по физике, по химии. Значит, сразу говорю, что здесь
вы можете увидеть, если перейдете по вкладочке «Вебинары», не только те вебинары, которые будут, да, но и те вебинары, которые уже прошли. То есть здесь вы можете перейти и посмотреть записи этих вебинаров. Кроме того, предстоящие вебинары мы также анонсируем на нашем сайте. Сайт school.nd.ru, то есть от слова «школа», «nd» – это новый диск сокращение. Здесь вы видите, вот сегодня у нас прошел вебинар для детских садов, потом 10 апреля у нас вебинар будет по практике по физике и химии. Ну и здесь еще нет объявления, но сразу вам анонсирую, 8 числа в 17:30 будет вебинар, посвященный вопросу, когда и как начинать учить программировать. То есть будет рассказано о развивающей среде визуального программирования, который интегрирован в наш ресурс по информатике. Теперь, смотрю, задаете вопросы по другим предметам. Другие предметы тоже есть, я вам сейчас покажу, где они находятся. Значит, вот я сейчас перешел в окно сетевого города образования, да? У вас в ГИСЭО такая же картинка должна быть при входе. Так, я специально показываю не полный экран, чтобы увидеть чат, чтобы реагировать сразу на ваши сообщения в чате. Значит, открываю, нажимаю «Войти». Значит, смотрите, в разделе «Обучение» у вас сейчас появились две новые команды. Ну, вернее, одна новая, а другая была у вас, но была не в полном объеме. Значит, коллекция ресурсов и конструктор уроков. Если вы перейдете в коллекцию ресурсов, этот раздел у вас открывался и раньше, только у вас в тот момент были демо-версии, как у меня сейчас, да? Сейчас у вас должны открываться версии полные наших продуктов. Что здесь можно увидеть и что здесь можно сделать? Значит, здесь можно делать сортировку по предметам, да? Ну, допустим, я хочу выбрать только физику, пожалуйста. Нажал, у меня выбралась только физика. Я могу делать сортировку по классам, ну, и группам, да? Ну, допустим, дошкольники, у меня ресурсы только для дошкольников. Значит, есть различные серии, но мы в это углубляться не будем. Значит, ну, смысл в том, что здесь у нас находится более 100 программно-методических комплексов практически по всем предметам образовательного цикла, от дошколки до средней школы. В принципе, любой учитель может для себя здесь найти в любом случае что-то, что он сможет использовать в своей образовательной деятельности. Дальше, как с этим работать? Значит, если мы нажимаем на любую карточку ресурса, то здесь у нас есть название ресурса, есть серия, из которой этот ресурс принадлежит. Потом идет полностью описание, да, о чем этот ресурс. И дальше, обратите внимание, в правом верхнем углу есть иконка с книжечкой. Это возможность как раз скачать методическое пособие. Мы делаем наши ресурсы в первую очередь для учителя, для учителей. Поэтому все наши образовательные ресурсы обязательно сопровождаются методическими пособиями. Вы скачиваете это пособие, здесь есть его описание и также как его можно применять на ваших занятиях. Кроме того, посмотрите, здесь есть в правом нижнем углу кнопочка «Поделиться». Для чего она нужна? Когда вы нажимаете ее, здесь вот есть ссылочка. Эту ссылку вы можете скопировать и любым удобным вам способом. Можете использовать систему внутренних сообщений сетевого города, можете использовать электронную почту, Skype, WhatsApp, Viber, Telegram там, и так далее. И эту ссылочку вы отправили, дальше у ученика, который подключен к сетевому городу, откроется непосредственно этот продукт. И что-то другое ему не надо будет бегать по коллекции, искать его, а здесь уже просто он перейдет на конкретный ресурс. Значит, для того, чтобы запустить этот ресурс, достаточно нажать вот на эту кнопочку Play. Открываете, все заработало. Ну, у меня демо-версия, мне сейчас доступен только один раздел внутренней среды организма. У вас сейчас в ГИСЭО должно быть доступно все. То есть все вот эти разделы, которые вы видите сейчас на экране. Ну и то же самое касается других ресурсов.
Я не буду останавливаться на их содержании, поскольку дальше у нас будет заместитель директора департамента образовательных продуктов наш как раз рассказывать о том, какие ресурсы у нас есть вообще в принципе, да, в наших системах. Расскажу вам еще про одно меню, в которое вам доступно и в котором тоже есть образовательные ресурсы. Это меню конструктора уроков. В конструкторе уроков у вас, в разделе обучения конструктора уроков у вас открывается наш новый продукт, наша новая концепция «Цифровая школа образования». Значит, что мы принципиально нового делаем здесь? Значит, ну, во-первых, мы сами собираем наши ресурсы на конструкторе уроков. Это конструктор уроков, который в свое время мы разработали, еще его прототип для российской электронной школы. Потом мы этот продукт очень существенно доработали. Сейчас это совершенно новое, другое решение, но мы работаем на нем и предлагаем учителю также на этом конструкторе работать. Для чего он нужен учителю? Для того, чтобы, во-первых, взять те наши ресурсы, которые мы ему предлагаем, и из них сделать что-то уже конкретное под себя и под тех учеников, к которым вы идете. То есть наши ресурсы, вот здесь представленные в конструкторе, они, как правило, избыточные. То есть там очень много информации, вы можете что-то лишнее оттуда поубирать, что-то, что вам нужно, вы считаете, добавить туда. Вы можете создать урок полностью с нуля. И посмотрите, здесь у нас тоже реализована такая концепция. То есть все ресурсы, которые собраны здесь, да, в разделе «Общий». Вот 3 раздела вы видите. «Общий», «Мои», «Моя школа». Значит, в разделе «Общий» собраны те ресурсы, которые верифицированы. Да? Ну, то есть они изданы, то есть это ресурсы издательства, которые проверены, которые готовы к использованию. Значит, все ресурсы, которые вы создаете сами или которые изменяете, они помещаются в папке «Мои». Также в папку «Мои» вы можете скопировать те ресурсы, которые потом не хотите искать, а хотите, чтобы они у вас всегда были под рукой. Вот это все будет в папке «Мои». Папка «Моя школа» – это папка, настраиваемая по запросу региона в зависимости от того, что хотят здесь видеть. Или ресурсы всех учителей, либо ресурсы тех учителей, которые необходимы после какой-то модерации. Но это отдельный вопрос, это уже не вопрос данного вебинара. Значит, что здесь можно сделать? Ну, во-первых, ресурсы сортируются также по предметам. Сразу скажу, по конструктору уроков у нас сейчас представлены только 4 предмета верхние, которые здесь. Это английский язык, информатика, физика и химия. Те же продукты, которые вы можете видеть на сайте ОБРНД. В дальнейшем эта линейка расширяться будет. То есть сейчас будет потихоньку наполняться. Все, что будет появляться нового, оно как раз будет сюда попадать. Значит, если здесь нет вашего предмета, напоминаю, что все предметы есть в коллекции ресурсов. Что-то для себя вы там найдете. Точно так же здесь разбивка по классам, группам. Но далее смотрите, что здесь можно делать с этими ресурсами. Значит, ну, само собой, просматривать, да, можно точно так же. Есть возможность поделиться ссылкой, но здесь вам это не нужно, я сейчас попозже объясню, почему. Хотя, в принципе, если хотите, можете использовать это тоже. Для того, чтобы... Ну, то есть здесь аналогично. Копируете ссылку и передаете ее ученику. Но это делать не нужно. То есть здесь есть возможность назначать задание напрямую в электронный дневник в том виде, в котором вы его соберете. Значит, воспроизвести ресурс, это вот кнопочка play тут тоже есть. Давайте я запущу, просто покажу, что это все работает. Вот это один из уроков по информатике у нас. Значит, теперь что мы можем сделать? Нижнее контекстное меню рядом с ресурсом. Первая кнопка «Назначить», вторая «Скопировать в мои уроки», третья «Изменить». Но кнопка «Скопировать в мои уроки» – это то, что я говорил. Это урок копируется в папочку «Мои». Кнопочка «Изменить» – это мы изменяем урок под свои уже требования. Причем мы можем с помощью урока информатики сделать урок, допустим, по физической культуре, добавить туда свои материалы. И вот как раз у нас в конце нашего сегодняшнего вебинара выйдет на связь наш коллега Дмитрий Ушаков, это идеолог нашей
цифровой школы, он вам как раз расскажет о том, как работать на конструкторе уроков. Значит, и третья, самая верхняя команда «Назначить». Значит, это вот как раз то самое назначение задания непосредственно в электронный дневник ребенку. Когда мы нажимаем на эту кнопку, у нас открывается вот такое окно назначения задания. Здесь мы видим тему задания, которая автоматически подтягивается из названия ресурсов. Мы ее, в принципе, можем поменять в любой момент. Далее, типы заданий, они подтягиваются из сетевого города. То есть здесь то, с чем вы привыкли работать. Стандартно стоит домашнее задание, но это вы можете и контрольную сделать, и практическую, и лабораторную, и так далее. Да? Значит, класс параллель. Класс параллель подтягивается, опять же, из сетевого города образования, в зависимости от того, в каких классах вы преподаете. Вот я сейчас зашел под учителем русского языка и литературы, который преподает в 8 классах. Соответственно, вы видите, у меня и классы, и предметы подтянулись соответствующие. Ну, выбирая 8А литература, например, здесь есть переключатель «Включить в расписание». Что он значит? Если мы включаем этот переключатель, то у вас сюда подтянутся те занятия, которые у вас на ближайшее будущее запланированы в расписании. То есть конкретный день, конкретное время, конкретный урок. Если вы выберете это занятие, то то, что вы назначите, попадет непосредственно в электронный дневник ученика, которого вы выберете, на тот день, который вы выберете, в виде гиперссылки. То есть ученик видит задание гиперссылку, нажимает на нее, и у него открывается задание. Ему не надо никуда переходить, не надо открывать дополнительных окон, не надо вводить пароли и тому подобное. Значит, дальше, посмотрите. Мы с вами выбираем списки учеников, кому мы будем назначать. Мы можем тут добавить весь класс, добавить всех, да? Вот он, весь класс у меня добавился. Допустим, я хочу кого-то убрать, просто нажимаю кнопку «Удалить». У меня убираются те ученики, которых я выбираю. Могу выбрать вообще только отдельных учеников, которым я хочу задать это задание. Значит, смотрите, ну, допустим, выбираю там Зубкова Дарья, добавить ученика, и выбираю, ну, допустим, Жучков Устин, добавить ученика. Все, у меня это задание пойдет только для 2 учеников. Значит, если вы не хотите, чтобы задание попадало на конкретный урок, а, допустим, хотите его выдать на определенный период. Ну, допустим, вы занимаетесь там проектную работу какую-то ведете, и у вас есть определенное задание на какой-то определенный период. Вы выбираете дату начала, вы выбираете дату выполнения, и затем пишите, если необходимо, примечания для учеников. Как только вы нажмете на кнопку «Назначить», это задание уже попадает в электронный дневник, если это включено в расписание, либо в электронном дневнике каждого ребенка, если вы зайдете в него, да, там есть наверху поле заданий из электронных курсов. Если у вас задание с датой начала и датой выполнения, то оно попадет вот в это верхнее меню с конкретными датами и начала и датами выполнения. Значит, где потом учитель может это все увидеть? Вот здесь есть под вкладочкой «Моя школа и общие» папка «Назначенные». Ну, ссылочка «Назначенные». Значит, мы нажимаем на эту ссылочку и можем здесь посмотреть, какие задания мы назначали, кому назначали, как их выполняли. Ну, вот, допустим, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Так, ну здесь у нас никто ничего не выполнял, учеников очень много. Может, тут рядом увидим. Так, ну ладно, давайте не будем мы... Здесь на тестовом стенде у нас может быть все, что угодно. Значит, есть ученик, здесь будет отражаться, когда он заходил, в какое время, сколько заданий выполнил, сколько из них правильных, какая оценка у него выставлена. Оценка чаще всего выставляется автоматически. Значит, но вы ее можете в любой момент исправить. В дальнейшем, когда здесь появится количество выполненных и правильных ответов, заданий, да, вы, нажав на них, можете перейти непосредственно в то задание, которое выполнял этот конкретный ученик, и посмотреть, как он это делал. Ну, вкратце, наверное, все.
Я еще раз говорю, что мы здесь обращаем внимание на то, как этим пользоваться. Если какие-то моменты сейчас не работают, я вам в чате сегодня напишу все телефоны, адреса электронной почты, куда вы можете обращаться с вашими вопросами. И мы на эти вопросы вам оперативно ответим. Значит, сейчас пока я отключаю демонстрацию экрана и передаю слово Масленниковой Ольге Николаевне. Павел Евгеньевич, зайди, пожалуйста, в закладочку «Вопросы» в верхнем меню. Я из чата выбрал все такие вопросы, которые по ходу были. Да, хорошо. Я тогда на этой вкладочке постараюсь максимально развернуто ответить на ваши вопросы. Спасибо. Ольга Николаевна. Добрый день, коллеги. Видео надо включать. Так, и мы сегодня поговорим с вами более подробно о наших ресурсах, но пока не могу подключить рабочий стол, там чей-то стол демонстрируется. Коллеги, отключите, пожалуйста, рабочий стол. Так, коллеги, добрый день. Ага, все, отключили. Я подключаю рабочий стол, и, пожалуйста, как-то обозначьте, видно ли то, что я показываю. Пока еще не подключилась. Итак, я представляю новые продукты, новые курсы, которые мы предлагаем вашему региону. Так, видно, рабочий стол виден или нет? Рабочий стол виден. Ну вот я сейчас выйду. Вот сейчас видно ли что-то новое, то, что происходит у меня? Видно, хорошо. Значит, Павел Евгеньевич рассказал о основных продуктах. Ольга Николаевна, не видно рабочего стола. А рабочий стол сейчас виден? Заставка на нем. Рабочий стол. А почему он у меня, почему? Ну, давайте еще раз попробуем. Давайте еще раз. Там не забудьте выделить то, что вы хотите. Да, а сейчас? Видно? Сейчас что-то появляется. Ага, сейчас переключусь. Вот сейчас появился, да. Видно, хорошо. Все, да. Итак, курс информатики. Информатика у нас разработана для первых 3 лет изучения. Информатика преподается в школах по-разному. Кто-то начинает учиться со 2 класса, кто-то с 5, кто-то с 7 начинается регулярный курс. Значит, мы для этого сделали модульный курс, из которого средствами нашего конструктора вы сможете собрать свой курс или использовать то планирование, которое мы вам предлагаем. Какова особенность? Здесь выделены основные модули, это основные предметные линии изучения информатики. Есть разделы и есть темы. Темы не равны одному уроку. Это учебное занятие. Есть планирование для 3 лет обучения первых. Вы можете этим планированием пользоваться. Что содержат наши ресурсы? Каждый ресурс, естественно, содержит материалы для изучения нового. Вот, например, я демонстрирую видео сейчас, они все с дикторским текстом, я просто здесь вот микрофончик отключила. Это такие игровые занимательные сюжеты, где ученику могут задаваться вопросы, чтобы его внимание сосредоточить на том, что изучается. И в конце каждого видео обязательно дается резюме такое, вот с помощью, ну, как бы то, что подытоживает те основные моменты, которые должен ученик усвоить вот в этой работе, в этом уроке. Как с этим работать в условиях дистанционного образования, что для сейчас, вот, наверное, для школ, у многих из которых не было таких попыток, может быть, заняться дистанционным образованием, у некоторых они могли быть, но такие эпизодические. Здесь необходимо помнить о том, что у каждого предметника есть свой любимый предмет, а у ученика есть очень много предметов с любимыми учителями. И провести 8 часов за компьютером – это очень тяжело. Поэтому необходимо все-таки разумно использовать вот эти онлайн-встречи для того, чтобы, наверное, обсудить те моменты, которые непонятны ученику, проверить все задания. То есть мы начинаем существовать в условиях, например, такого вот реального перевернутого класса. Когда дети, пусть они не читают книгу, но они посмотрят мультфильм и узнают то, что там есть, то, что ему надо изучить, и потренируются с заданиями. Для того, чтобы изучить новое, у нас есть второй такой вариант, как опорный конспект, это по сюжетам видео. Мы предлагаем посмотреть, ну, вот такой вот
какой-то краткий сжатый конспект. Есть кнопка «Печать», с помощью команды «Печать», точнее, с помощью которой можно создать копию, либо на твердую копию распечатать, либо сохранить все это в PDF и вот с этими материалами работать учителю, как с вопросами от ученика, или собирать какие-то свои буклеты и так далее. То есть вот ситуация дистанционного обучения сейчас, необходимо помнить о том, что мотивация у детей, она не добавит, скорее добавит какой-то вольности. Но в то же время есть родители дома, которые могут служить мотиваторами, которых, наконец, можно вот связать воедино весь этот процесс, который становится прозрачным для всех участников, и для учителя, и для ученика, и для родителей его, и гибко настраивать его под новые реалии. Притом надо помнить, что стандартные методы, когда учитель сидит в классе и контролирует каждого ученика, теперь они не работают. Надо вместе нам разрабатывать новую цифровую дидактику, о которой говорили многие и много лет назад уже, но вот сейчас самое время. Итак, изучили новое различными способами, желательно не как вот говорящая голова самостоятельно. И игровые мультфильмы, вот как новинка, это может быть как стимулирующий, мотивирующий такой фактор. Есть творческие задания, с которого можно начать изучение, как для продвинутых таких детей, а можно закончить им. Это как раз те задания, которые помогают вот аккумулировать все знания для практического применения, ответить на вопрос, зачем я вообще учусь, зачем мне это все нужно. Когда знакомы с чем-то новым, необходимо проверить знания, и для этого есть, вы видите, 21 задание. На самом деле их 7 в 3 вариантах. Я сейчас пролистаю их, вы увидите, что группы по 3, они как-то однотипное задание, потом они меняются. Почему 21 задание, и может ли их ребенок выполнить сразу на одном уроке? Нет, на уроке не может и не должен, а в течение нескольких серий занятий может. А не обязательно каждому ребенку выполнять все задания. У вас есть конструктор, с помощью которого вы можете создать свои задания, совсем отличные от нас, настроиться на эту учебную аудиторию, а можете задать ему те задания, которые необходимо выполнить. Значит, итак, 7 заданий, 2 последних из них, то есть 6, да, вот этих 6 вариантов, это задание несколько такого углубленного, но не в плане углубления в предмет, а в плане углубления в ту деятельность, которую ребенок совершает. Здесь необходима логика, рассуждение, анализ ситуации, привлечение знаний смежных дисциплин. И это дает нам основание говорить о том, что курс этот развивающий, он развивает именно вот и по характеру своих заданий, и позволяет сформировать системную картину мира. Они достаточно интересные, бабушки, дедушки интересуются даже этим курсом, с удовольствием изучают информатику. Значит, для систематизации знаний есть вот такой интерактивный плакат, где можно проверить термины, вот по-разному открывать их, и тоже может быть как входной какой-то контроль готовности детей, а может быть как итоговое для систематизации, в том числе для самостоятельной работы, для самостоятельного изучения. Курс не связан никак с действующими учебниками. Это авторский курс, все материалы принадлежат нашему издательству, но он не перпендикулярен тому, что происходит в российской школе, как строится изучение информатики и других предметов. То есть они выстроены в концепции преподавания предметов так, как это существует в российской школе, они соответствуют примерному планированию и соответствуют тем требованиям ФГОС, которые предъявляются к результатам обучения, ко всем видам знаний предметных, метапредметных и так далее. Значит, для контроля знаний у нас есть квесты. Квесты, ну, тоже как... Вот, кстати, у вас будет такая же ситуация, надо авторизоваться. Просто вы, когда заходите, первый раз регистрируетесь, и дальше для авторизованных пользователей будут появляться вот эти вот вещи. Значит, есть история прохождения и есть история прохождения для учителя. Есть, собственно, сам квест. На вебинарах это очень подтормаживает, но, тем не менее, посмотрите. Значит, здесь какая-то вот такая ситуация игровая. Происходит все это быстрее в реальной жизни, когда это не вебинар. Ну, такса убегает от мальчика, ему надо найти эту таксу. Для того, чтобы найти таксу, он будет путешествовать в доме и отвечать на разные вопросы, связанные с информатикой. Значит, здесь несколько локаций, ну, 3-4 локации, может быть, в разных квестах, и есть разнообразные задания. Я сейчас не буду отвечать их, ну, продолжим. Дальше я покажу, как это работает, как учитель может оценить
то, что происходит. Значит, сейчас я это останавливаю. Музыку можно выключить, если она мешает, а детям она, может, нравиться будет даже. Вот, и здесь в учительском кабинете будет история прохождения. То есть с этой историей может ученик познакомиться, ну, просто посмотреть, вспомнить, какое было задание, что он не так сделал, но и может посмотреть учитель. Во-первых, ну, он видит, какие ошибки допустил ученик, исправить он уже ничего не может, но для статистики видно, какие баллы за какое задание предлагаются и как с этим отработал ученик. Изюминкой нашего курса является среда визуального программирования, и именно про эту среду мы с вами будем говорить, если вы к нам присоединитесь, конечно, на вебинаре, который будет проходить 8 числа в 17:30 по Москве. Это среда, которая существует, вот такая игровая, сейчас включится, она загрузится, наверное. Ну, или загружу сейчас по новой. Вот. Значит, здесь много, каждому модулю у нас есть, что-то подвисает просто у нас. Значит, каждому модулю у нас есть 15 таких сюжетов, и эти сюжеты связаны с изучением основ программирования. Что-то как-то медленно пошло. Сейчас попробую позакрывать лишние окошки, и мы с вами, надеюсь, войдем сюда. Только что мы с автором репетировали. Ну, словом, среда связана с такой вот игровой ситуацией. Там первый модуль у нас живут гномы в какой-то стране, и с этими гномами необходимо производить какие-то действия. Они ремонтируют там дороги, изучают движение налево-направо, изучают... Что-то у меня все повисло, какое-то безобразие. Сейчас, подождите, посмотрим. Так, значит, словом, придется вам приходить к нам, видимо, на наши вебинары. Сейчас, если не откроются, я просто буду дальше говорить и покажу вам другие уроки. Ну, не получилось, хорошо. Так. Вот это дистанционное обучение, да, вот то, что мы видим. До этого все хорошо работало, сейчас все подвисло немножко. Так, ладно, не хочет открываться у меня, вот эти вещи не хотят работать. Попробую я вам показать в виде презентации основные ресурсы, которые у нас есть, в принципе, в нашем издательстве. Итак, там вопросы были у нас в чате по поводу начальной школы и других предметов. Да, есть начальная школа, и начальная школа представлена разными ресурсами. Сейчас найду этот слайд, и прямо, чтобы вас не задерживать, долго по этим ресурсам пройдемся. Значит, есть у нас вот такая серия замечательных ресурсов «Фантазеры», которые могут быть использованы на уроках технологии. То есть, когда мы не можем мастерить руками, и вы не можете проверить детей, более того, они могут там уколоться, порезаться и так далее, вот как раз вот эта серия «Фантазеры» – это, например, конструирование из природных материалов, конструирование из геометрических каких-то фигурок, рисование народных промыслы, создание кукольного театра, вот такие мультитворчества, «Моя страна». Вот эти все вещи, они помогут и творчеству, развитию, и провести досуг интересно. Сейчас в основном-то играем, да, такого реального, наверное, никто не рассчитывает на то, что этот диск что-то сформирует, но детей надо не потерять и чем-то увлечь. Вот «Фантазеры» как раз для маленьких детей то, что нужно, и они есть вот в той коллекции образования, которую мы вам предлагаем. Они уже опробованы в детских садах, много лет существуют. К таким же вещам относится серия «Проектная деятельность», где можно собрать книжку, создать анимацию, создать игру какую-то свою. Вот это примеры детских работ. Эти продукты наши неоднократно мы показывали на городских конкурсах. Дети-победители были, то есть они внедрены уже и опробованы.
Для развития речи, литературного чтения, изучения русского как иностранного в том числе, вот страна Лингвиния вот относится к этому продукту, но она полезна будет и для носителя языка, естественно. Вот эти все речи годятся и для подготовки к школе, и для каких-то алфавитических вот вещей, например, развития речи, и для обучения чтению, для подготовки к школе. Литературное чтение – интересный очень продукт, когда на примере вот на известных произведениях, народных сказках можно составить сюжет, попросить пересказать ребенка. И это вот как раз тот досуг и игры, когда дети могут вместе с родителями в игровой форме и вместе с учителем по его рекомендации заниматься вот такими вот вещами. Опять-таки для начальной школы, для детского сада, в том числе и для младших школьников, там первый класс, речевое развитие, музыкальное воспитание, окружающий мир, математика и так далее. Эти все вещи вместе с нашим робобориком вы можете использовать и в своей жизни сейчас. Значит, есть диагностические среды, связанные с социально-личностным развитием школьника для формирования безопасности движения. Когда-нибудь помечтаем, что мы все-таки будем переходить дорогу в нормальном нашем режиме, будем путешествовать. Вот. И эти все вещи как раз можно сейчас формировать, когда есть такая вынужденная пауза. Есть средства для диагностики, вот такие вот вещи. Значит, с этим вы всем внимательно познакомитесь и узнаете, как выберете то, что для вас нужно. Для среднего и общего образования у нас есть интерактивные плакаты, творческие задания, виртуальные лабораторные работы. Интерактивные плакаты – это вот по основным предметам вы видите у вас на экране. Они содержат, собственно, сам плакат, какую-то инфографику, но инфографику снабженную, которая есть разработанные контрольные какие-то задания в виде тестов, есть анимации, есть параметризованные вещи, например, для построения графиков, для изучения физических явлений и процессов, где можно изменить и посмотреть, там, когда мы не можем натурный эксперимент провести, нет лабораторного оборудования, то вот виртуальные среды наконец-то нам оказались полезны как никогда. Вот. И они тоже созданы по разным предметам. Есть у нас инструменты, если вы работаете вот удаленно и детям объясняете, есть инструменты специального рисования, где можно делать пометки и объяснять, как пользоваться как доской. Электронные плакаты и тесты по вот таким предметам предполагают также структурирование материала, работу с контрольными какими-то упражнениями. И, собственно, это схема, которая может использоваться как для структурирования того, что изучили, так и для обозначения зоны ближайшего развития, куда дети будут двигаться. Интерактивные творческие задания – это среды, которые позволяют создать, пополнить вашу медиатеку заданий, которые вы можете создать и сохранить там на своих локальных компьютерах или сетевых и так далее. Виртуальные лабораторные работы по физике, вот как раз на деятельностном подходе они основаны. Вначале там предлагается ученикам поработать с интерактивной, с теоретическим материалом, повторить что-то. Затем обозначается проблема, которую надо будет решить. Ученик должен высказать свою гипотезу, записать ее. Все это отправляется в электронный отчет, формируется. Даны виртуальные инструменты, с помощью которых проводится лабораторная работа на основании описания, естественно. И, собственно, есть калькулятор, есть таблицы, в которые заносят ученики результаты измерений, и на основании которых они будут делать свои выводы. Ну и формируется итоговый отчет. Так, это была презентация. Сейчас посмотрю, как у меня происходит жизнь в интернете, что-нибудь загрузилось или нет. Вот мы можем перейти в страну гномов, наверное, все-таки, наконец-то. Да. Значит, это информатика. Возвращаемся в информатику, и здесь мы говорим о том, что можно изучать алгоритмизацию, начиная с раннего возраста, ну не с 3 лет, конечно, а, например, с подготовки к школе. И можно в начальной школе изучать, ну, наверное, для старших уже другие у нас будут ситуации. Изучать это можно в виде 2 режимов. Моя игра – это ситуация, когда, ну, во-первых, дети всегда знакомятся с тем, что они должны сделать, и вот в виде такого комикса показано на картинках
что же делать, где мы оказываемся? Мы оказываемся в стране гномов, где есть свои проблемы, есть Бородин, которого много работает, Карл Бородин. У гномов всякие происходят неприятности природные, и им надо помогать, чинить, ремонтировать, что-то строить. Можно пропустить эту заставку, а можно начать игру. Итак, игра у нас. Мы сейчас выбрали игру с адаптивной системой, то есть в зависимости от того, как ученик работает, насколько он правильно работает, ну, это подсказки просто по элементам окна, я их не буду демонстрировать. Вы видите, одно окошко открыто, остальные закрыты. В зависимости от того, как я буду продвигаться и как накапливать вот эти бонусы, у меня будут открываться другие окошки. Я не буду сейчас показывать, проходить все, покажу вам примеры заданий, как это происходит. Самая первая среда, естественно, у нас обучающая. И здесь мы показываем детям, как работать с помощью помощника подсказки. Ну вот путь к золотому руднику. То есть ребенок понимает уже, просмотрев вот этот комик, что всегда действие происходит из диспетчерской, и нужно куда-то попасть. Вот, например, необходимо пройти вот по этой дорожке от диспетчерской к новому руднику. Вот у нас подсказчик, он говорит, как нам перемещать, кого куда двигать, этих гномов, и что дальше с ними делать. То есть есть команда ускорить движение, замедлить, есть команда запустить, и есть команда трассировки. Вот я могу медленнее сделать, могу быстрее. То есть когда дети уже освоились, им хочется побыстрее пройти, можно медленнее. И за каждое выполнение задания получаются свои бонусы. Значит, здесь есть постепенное такое погружение в алгоритмизацию. Так. И задачи постепенно усложняются. Появляются хранилища, например, где необходимо пройти, выполнить какие-то задания, тормозит, все страшно, и выполнить задания и ответить на вопросы, связанные с теоретическим курсом, да, например. Ну, в общем, таких ситуаций очень много, и они разнообразны, я надеюсь, вы мне на слово поверите. И посмотрите сами, ознакомитесь, придете к нам на вебинар. Английский язык. Естественно, как в любом языке, здесь есть много звука, здесь озвучка носителями языка, и есть все материалы, необходимые для изучения материала. Есть словарь, есть грамматика, есть такой вот какой-то сюжет, который, мотивирующий, чтобы дети, когда учитель работает на уроке, конечно, важно, чтобы как-то ввести их в тему. Вот этот вот первый сюжет, вот он как раз мотивирующий. К словарю у нас есть, видите, звук, это озвучка. Часть упражнений проверять могут и как произносит ребенок, то есть правильно ли он узнает что-то. Вот. И есть видеосюжеты для изучения нового. Аналогично ситуация с грамматикой происходит. Тоже есть видео, есть там интересные герои и много упражнений на отработку знаний. Но дизайн немножко другой, разные подходы. Есть среда конструирования, среда веб-квестов, то есть здесь просто подбираются ссылки на ресурсы и задается детям, они вместе могут использовать с учителем, там, менять какие-то задания и так далее. Сейчас покажу эту среду. Ну, вот можно зайти как учитель, как ученик и, соответственно, выполнять вот эти вещи все. Так. Это он предлагает открыть мне какой-то готовый файл, но не будем мы этого делать сейчас. Интересно, среда, здесь есть комиксы, когда для детей важно ведь общение, диалоги какие-то. Вот эти среды, такие вещи может ребенок конструировать сам с помощью нашего интерактивного конструктора. Вот. Он может выбирать персонажей. Сейчас попробую вам показать. Вот они, комиксы эти. То есть давать, выбирать персонажа, выбирать какие-то сюжеты, персонажам давать вот эти баблы, в которых они пишут слова, и тем самым, вот, может быть, для кого-то неинтересные какие-то вещи, они становятся более занимательными. Ну, понятно, что лучше самим попробовать, посмотреть, как это работает. Итак, коллеги, я, наверное, свой показ сейчас заканчиваю, потому что нужно освободить ваше время, и передаю слово моему коллеге Дмитрию. Если есть вопросы, я их, наверное, посмотрю, да, вопросы там есть какие-то, и, наверное, письменно в чате отвечу. Коллеги, есть предложение, вот я все вопросы практически перекинул в закладочку «Вопросы». Да. Угу. И в конце вебинара озвучить их и ответить. Как у меня все Хорошо, работает. Спасибо, так и сделаем. По всему работает либо видео,
либо аудио. Так, открывай потихонечку выключая демонстрацию своего рабочего стола. Я со твоего позволения тоже переключусь. Сейчас пока я немножко готовлюсь к тому, чтобы запустить то, что нам нужно с вами. 3-секундная готовность. Так, отлично, все готовы. Коллеги, еще раз всем привет. Благодарю вас за то, что вы дошли до нашего вебинара, что наши продукты вызывают у вас интерес. Мы же в своей очереди, мы со своей стороны постараемся делать их наиболее приспособленными под ваши какие-то конкретные педагогические цели на данный конкретный момент. Мы активно прислушиваемся к тому, что вы говорите, как вы говорите, какие интересы у вас есть, какие проблемы, какие задачи. И продолжаем совершенствовать наши инструменты, наши механизмы, наши продукты, наши платформы для того, чтобы они как можно лучше подходили к вам. Дима, рабочий стол пока не видно. Да, я еще пока не включал, разумеется. Я, как сказал, я тут отвечаю за техническую часть, поэтому я тут плюс-минус буду стараться, чтобы все работало. Итак, я запускаю трансляцию рабочего стола и вам покажу весь процесс того, как вы можете заходить в систему. Об этом частично рассказал уже Павел Евгеньевич. Вот, но повторение, как говорится, мать учения, особенно в наше тяжелое время. Так, прекрасно. У нас заработало. Давайте я ее так немножко сделаю. Так. Оп. Рекурсия. Все, прекрасно, да? Тын. Я думаю, что должно быть все видно у вас. Только заставка. Все чудесно. Итак, стандартный вход. Я опять вхожу в тот же самый тестовый стенд, который вам показывал Павел Евгеньевич. Перехожу в раздел обучения конструктор уроков и попадаю в нашу библиотеку. С вашего позволения немножко раскрою на полный экран, потому что иначе нам будет не видно. Надеюсь, если вы будете писать, Павел Евгеньевич у нас на подхвате, все вопросы, надеюсь, он фиксирует. Вячеслав Евгеньевич, вы тоже, буду вам очень признателен, если вы закидываете, будете вопросы закидывать в какую-то отдельную папочку, которую мы сможем в дальнейшем разобрать, и это, естественно, ответить всем. Как я сказал, я надеюсь, что у всех будет запись вебинара, и я думаю, что впоследствии вы сможете посмотреть то, о чем мы говорили. Да, Вячеслав Евгеньевич? Потому что понятно, что с первого раза это все запомнить абсолютно невозможно. Итак, Ольга вам показала, моя коллега показала вам, какой контент мы предлагаем. Весь наш контент сделан по одному простому принципу. Мы в рамках наших образовательных ресурсов предлагаем максимально богатый и максимально большое количество активностей, которые мы можем предложить ученикам. Потому что, в общем, дистанционное образование вкупе с проблемами со связью все-таки предлагает достаточно большое количество преимуществ, связанных с тем, что мы можем дать ученику какой-то образовательный материал в том месте, где он находится сейчас. То есть не обязательно мы говорим о том, что вот мы сейчас дистанционно преподаем что-то, и мы даем что-то детям на дом, чтобы они учили дома. Когда все-таки они вернутся в классы, мы в рамках вот этой работы учеников в классе, учеников дома, учеников вне дома сможем предложить им какие-то ресурсы, которые могут быть им интересны, увлекательны, и будут мотивировать их учиться, изучать что-то новое и воплощать в жизнь какие-то активности, которые невозможны при каких-то классических схемах. Ну, там, например, самые известные, уже просто навязшие в зубах истории про перевернутый класс, про там, работу с рабочими станциями в классе и так далее. Их там куча разных причин. Но все они говорят о том, что мы должны к ученику подходить более персонализированно, более индивидуально. Мы должны предлагать ученику какой-то индивидуальный подход, индивидуальные те задания, которые нужны конкретно ему. И многие учителя при изучении каких-то электронных ресурсов говорят: ну, отлично, классный вот этот материал, но мне бы хотелось вот из этого вот использовать только какую-то 20-ю часть для того, чтобы я могла достичь там тех целей и задач, которые стоят передо мной сейчас. А так-то, конечно, здорово. Дима, да. можно чуть микрофон отодвинуть? Я очень громко говорю. Я специально так сделал, потому что в зависимости от... Нет, там что-то щелкает. О, Господи, это зубы мои щелкают.
Время обеда скоро. Хорошо. Так лучше? Дайте, я гляну, обратно к вам вернусь. Где же вы? Ага, так лучше. Ну, отлично, хорошо. Простите, извините за такой неожиданный аудиоэффект. Вот, соответственно, мы говорим о том, что мы можем... И, соответственно, несколько лет назад мы поняли, что нам нужно все менять полностью, что мы должны начать жить с нуля. И у нас возник проект, который мы назвали «Цифровая школа образования», в рамках которого все ресурсы образовательные, которые мы делаем, имеют модульную структуру. То есть они состоят из маленьких кирпичиков. То есть они состоят из какого-то атомарного контента. Атомарный контент – это обычно изображения, звуки, видео, интерактивы, опять же, текст, скомбинированные внутрь каких-то тем, которые состоят из каких-то разделов. Ну, давайте мы просто пройдемся возьмем, откроем какой-нибудь урок. Я люблю показывать на английском языке, потому что там это достаточно явно видно. Я открою какой-то урок, но, как говорится, все совпадения случайны, все персонажи вымышлены. То есть я это использую исключительно для демонстрационных целей. Вот мы видим, что урок у нас состоит из больших разделов. То есть мы видим раздел мотивационный, да, который позволяет увлечь как-то ребенку там, с каким-то дополнительным заданием. Мы видим раздел, посвященный изучению лексики с какими-то тренажерами, которые тут есть. Мы видим такой же, да, и при том вот раздел лексики, он состоит из различных экранов. То есть на первом экране у нас одно видео, на втором экране, где мы изучаем ту или иную лексику в каких-то ситуациях, другое видео, на третьей страничке мы изучаем какие-то интересные факты, и у нас тут, например, какой-то текст, потом у нас словарик, потом тест и так далее. То есть, соответственно, у нас такая формируется модульная структура, то есть у нас есть какая-то большая тема, которая поделена на какие-то разделы, и разделы, в свою очередь, поделены на какие-то странички, на какие-то экраны, проходя которые последовательно, мы изучаем какую-то тему со всех сторон или выполняем какие-то действия, которые нам необходимы для освоения, изучения, закрепления и проверки тех знаний, которые в этой теме даются. Соответственно, мы несколько минут назад вы скажете, что ну вот, хорошо, вот это вы все время говорили о том, что вот мы даем такое большое количество информации. Так что же нам с этим делать? Как нам сделать так, как нам изменить вот эту вот вашу большую тему, ваш большой ресурс под нашу конкретную цель? Давайте попробуем это сделать на том же самом уроке, который называется School Subjects Objects. Выберем его и нажмем на волшебную кнопку, которая есть в контекстном меню в левом нижнем углу. Здесь мы видим волшебную кнопочку, которая называется «Изменить». Нажимаем ее. Должна произойти магия. И у нас открылся так называемый конструктор уроков, то есть экран редактора конструктора уроков. Важно сказать следующее, что в нашей концепции у нас есть несколько уровней доступа к образовательным ресурсам. То есть у нас есть ресурсы, которые доступны всем. То есть всем учителям, которые подключены, например, к платформе сетевой город образования, либо какие-то дополнительные платформы, о которых мы не будем здесь упоминать, и так далее. Потом второй уровень доступа – это как конкретный учитель, который имеет возможность создавать свои ресурсы с нуля. Соответственно, те ресурсы, которые создает тот или иной учитель с нуля, принадлежат только ему. Но когда учитель начинает редактировать какой-то общедоступный ресурс, естественно, мы не можем дать ему возможность редактировать общедоступный ресурс и сохранять его так, чтобы этот ресурс в измененном виде был доступен всем. Иначе наша библиотека скоро станет свалкой безумного количества копий одного и того же урока, даже модифицированных, и в нем ничего найти будет невозможно. Соответственно, когда мы урок открываем в режиме редактирования, он автоматически копируется для какого-то конкретного учителя, его копия создается в специальном разделе для учителя, который я покажу чуть позже, и мы видим, что к этому уроку, который назывался определенным образом в библиотеке, добавляется слово «копия». Вот в этом разделе находится название урока. Вот копия. Мы давайте сейчас зададим название этого урока. Например, тема для экспериментов.
И, соответственно, посмотрим, что же он из себя представляет. Я вам рассказывал о том, что урок состоит из каких-то больших модулей. Смотрим налево, вот эти модули. Вот самый первый модуль, вот модуль про словарный запас, вот модуль про грамматику, вот модуль там, фонетику, который не используется, конструкторы и так далее. Вот они все тут нарисованы. Соответственно, структуру урока мы видим в самой левой части нашего конструктора, которая называется структура. Если развернуть тот или иной раздел, который мы называем модулем, да, это у нас, вот у нас, видите, вот модули, да, развернуть и перейти сюда, мы увидим отдельные экраны, из которых состоит тот или иной модуль. Новые слова, ситуация и так далее. Вот они тут же, новые слова, ситуация. Мы идем на ту или иную страничку, случается магия, и мы видим то, как эта страничка выглядит. То есть сначала мы видим видео, а потом мы видим интерактивные упражнения, которые добавлены сюда и которые полностью совпадают с тем, что у нас есть тут. Как отредактировать то, что нам нужно? Ну, как бы самая простая история. Давайте удалим те страницы, те модули, которые нам абсолютно не нужны. Вот, допустим, я учитель, я хочу дать детям урок на изучение каких-то новых слов. Все остальное мне не нужно. Мне не нужно большое количество упражнений, мне не нужно большое количество разделов, которые есть в этой теме, поэтому я беру все ненужные темы и разделы из урока удаляю. То есть вот у меня, я щелкаю в корневой каталог этого урока, вижу все модули, и я их спокойно удаляю. Бац, бац. Также я могу их, естественно, удалять отсюда. То есть у меня тут есть специальные 3 кнопочки, 3 точечки, понятное по мобильным телефонам многим контекстное меню. Я спокойно нажимаю «Удалить», и их больше нет. Соответственно, здесь также в этом разделе у меня есть много лишних страничек, которые я так удаляю. Я оставляю только страничку с новыми словами. Соответственно, раздел мотивационный мне тоже, например, не нужен. Вот у меня остается одна страничка. Соответственно, на этой страничке мне тоже не нужно большое количество каких-то интерактивных упражнений и так далее. Я оставляю только одно самое первое, удаляю, и последнее тоже нещадно удаляю. Все удалил, все тексты удалил. Я хочу добавить какой-то текст. Я оставил случайно еще одно упражнение, я его тоже нещадно удаляю, все стираю. Я хочу добавить какой-то текст на страничку. Это делается абсолютно так же, как в любом вашем офисном редакторе. Просто пишу текст. Сверху у меня стандартный панель управления, которой я могу управлять и что-то с этим текстом делать. Да, кстати, нам нужно будет сделать так, чтобы он не проматывался. То есть, соответственно, я могу выравнивать, делать его жирным, нежирным, я могу менять его стили абсолютно, могу делать его курсивным и так далее. То есть он потихонечку меняется. Давайте я его перетащу наверх, чтобы было удобно с ним работать. Потому что в рамках этой системы надо немножко нам поработать. Так. Мы могли видеть, то есть я могу там что-то с ним делать. Как я сказал, да? Он также редактируется. И так далее. Если сейчас этот урок сохранить, нажать на кнопку «Сохранить», мы возвращаемся в библиотеку, идем в раздел, как я говорил, который есть у каждого учителя, который называется «Мои». И вот мы видим наш урок, который называется «Темы для экспериментов», который мы только что правили. Если мы нажимаем на «Запустить его», мы увидим, что в уроке остался только один модуль с нашим текстом, с нашим видео и с одним упражнением. Теперь давайте добавим сюда какой-то элемент, который есть на нашем жестком диске. Например, я хочу добавить какое-то изображение на ту страничку, которую я создал. Я захожу на страничку, и здесь есть очень важный момент, который необходимо понять, что поскольку эта система расположена в облаке, для того, чтобы добавить какие-то ресурсы, картинки, видео, звуки, я должен вначале их загрузить в облако, а потом я должен их переместить в свой урок. То есть для того, чтобы добавить какое-то изображение, нажимаю, да, я иду в панель
элементов, которые находятся справа, который управляет всеми элементами, которые используются в уроке. То есть, вот, например, мы здесь видим, что у нас есть изображения, которые использовались в уроке. Даже несмотря на то, что я их удалил с урока, они все равно здесь остались на этой панели, и мы можем их использовать в дальнейшем. Здесь есть звуки, здесь есть видео, которые были использованы, здесь есть интерактивные элементы и интерактивные задания. Притом, если мы говорим про вот интерактивные задания, пример которых вы видите чуть ниже, мы должны сказать о том, что для работы с интерактивными заданиями у нас существует отдельный инструмент, который называется конструктор интерактивных заданий. Это могучий инструмент, он наверное, один из ведущих инструментов на рынке. Он сильно круче, чем, например, какой-нибудь условный Learning Apps. В нем около 40 разных интерактивных упражнений. Соответственно, когда Павел Евгеньевич отправит вам в чат ссылку на инструкцию по работе с нашим конструктором, вы можете посмотреть какие-то упражнения. Там ссылочки на все упражнения есть. Итак, мы же хотим добавить какое-то изображение. Соответственно, я нажимаю на изображение, добавить изображение жесткого диска. У меня появляется специальный интерфейс по добавлению картинки жесткого диска. По добавлению изображения жесткого диска нажимаю на «Добавить», а также я могу сюда перетащить какое-то изображение. Ну и выбираем какое-нибудь изображение, которое нам нравится. Ну, например, вот лого образовариум. Я задаю название обязательно этого изображения. Чтобы его можно было при необходимости потом найти. Нажимаю на «Сохранить». Он сохраняется в облако, и после этого становится доступным с панели инструментов вот отсюда. И я его могу отсюда взять и просто мышкой перетащить туда, куда мне нужно. Хоп. И если это изображение, естественно, я могу выбрать какие-то варианты, я могу его расположить, как мне нравится. Да? Соответственно, могу его удалить, могу изменить его размеры. То есть, в общем, достаточно большое классическое количество каких-то действий, которые я могу сделать. Вот, соответственно, и если я сейчас нажму на «Сохранить», то этот урок также изменится и здесь. Я нажимаю «Обновить», бац, вот мы видим эту картинку. То есть практически молниеносная работа. После чего я могу задать, например, какие-то свойства в уроке для того, чтобы я мог понимать о том, что происходит в разделе «Свойства». Я могу задать класс, год обучения, я могу задать кэсы, я могу задать предмет, написать, кто его создал, кто его создал. И очень важный момент, на вкладке «Публикация» я могу выбрать кнопочку «Публиковать». И это еще один интересный очень инструмент. Вот я нажимаю «Сохранить». Попадаю обратно в библиотеку. И появляется еще один большой-большой раздел, который как раз нужен для того, чтобы вы могли делиться созданными вами уроками с вашими коллегами-учителями. У нас появляется такая вкладочка «Моя школа», которая позволяет вам всем показывать свои уроки своим коллегам-учителям. То есть у вас всех учителей одного того же учебного заведения будет доступ к этой вкладочке и будет доступ к тому уроку, который вы создали как тот или иной учитель. Теперь мы говорим о том, что мы можем создавать урок с нуля. Для этого у нас есть специальная кнопочка «Создать урок». Но перед тем, как создавать какой-то урок с нуля, я вам покажу еще один очень классный фокус, который мы можем сделать. То есть обычно мы либо редактируем какой-то урок с нуля, либо делаем свой новый урок на основе какого-то другого урока. И у нас есть инструмент, который позволяет брать какие-то куски из исходного урока и вставлять их в абсолютно новые уроки. То есть мы берем сейчас какой-нибудь, например, опять же, открываем вот этот урок первоначально, который мы с вами смотрели, который называется, например, School Subjects Objects. Нажимаем, например, «Изменить».
выбираем какую-нибудь страничку, которая нам кажется интересной, или раздел. Идем в контекстное меню этой странички. Вот, например, у нас был с вами New Words. Ну, давайте идем в другой. Выбираем «Копировать». Без сохранения закрываем его. Нас спрашивают, насколько мы уверены в этом. Да, мы уверены, естественно. Нажимаем «Создать урок». У нас создается новый урок. Видите, в нем ничего нету. В рамках урока мы создаем раздел. И уже в этом разделе мы можем вставить ту страничку, которую мы скопировали из предыдущего урока. Нажимаем «Вставить страницу». Тут должна случиться магия. Магия случилась. У нас вставилась та страничка из урока, про которую я вам говорил. Соответственно, после чего мы можем задать опять там 5 класс, выбрать тот же самый английский язык, выбрать краткий текст. Добавить название новому уроку. И нажать на «Сохранить». После чего этот урок появляется у нас в нашей библиотечке. Урок создан нуля со стандартной иконкой. И мы можем его запустить. И, соответственно, у нас появляется тот урок с той страничкой, которую мы создали. Вот, с моей точки зрения, 2 сейчас на текущий момент основных сценария по созданию каких-то уроков с нуля и редактирование какого-то текущих ресурсов, которые есть в библиотеке, для адаптации их под ваши какие-то конкретные цели. Если честно, я могу рассказывать про эту тему бесконечно. Боюсь, что тогда просто мы с вами тут заночуем все вместе. Поэтому, с вашего позволения, на этом я позволю себе закруглиться и передать слово либо Павлу Евгеньевичу, либо Вячеславу Евгеньевичу. Я думаю, Павлу Евгеньевичу, потому что мы сказали, отключилось видео, к сожалению. Вот. И, естественно, все вопросы, которые вы напишете, мы постараемся на них очень подробно ответить. При необходимости, естественно, мы организуем дополнительные вебинары для того, чтобы уже рассмотреть какие-то конкретные цели и задачи, которые стоят перед группами ваших учителей, преподавателей по работе с этим инструментом, по решению каких-то конкретных задач, которые будут перед вами стоять. Спасибо за внимание. Передаю слово в микрофон. Да, Дмитрий, спасибо. Значит, коллеги, еще раз то, о чем мы говорили до этого, отправляю в чат данные нашей службы технической поддержки. Значит, это телефон бесплатный, с 10 до 18 часов можете обращаться. Также есть адрес электронной почты, на котором тоже мы отвечаем. Значит, теперь давайте попробуем пройтись по тем вопросам, которые вы задали. Значит, начнем с самого верха. Тут вопросы в основном связаны с тем, что нет тех или иных предметов. Коллеги, действительно, я уже написал тоже в ответах, что в коллекции в цифровой школе представлены не все предметы, там, не все классы, к сожалению, но я вас уверяю, что любой издатель, который на сегодня утверждает, что у него все есть, он вас просто обманывает. То есть такого просто быть не может. Но для примера скажу вам, что один курс для того, чтобы его создать, чтобы его разработать, на это тратится не менее 1,5 лет, а то и больше. То есть, в принципе, вот те продукты, которые вы сегодня увидите новые на сайте obrnd.ru, это те продукты, над которыми мы начали работать 2 года назад. Вот, поэтому мы свою линейку пополняем, мы свои продукты обновляем в соответствии с теми требованиями времени, которые к ним предъявляются. И, в принципе, за качество того, что мы вам предлагаем, мы отвечаем. Вот, поэтому вот по всем тем вопросам, будут ли представлены те или иные предметы, да, мы потихонечку наполняем нашу коллекцию, но конкретно я хочу сказать, что сейчас
на подходе у нас предмет география, по остальным, в принципе, все предметы у нас есть в каком-то состоянии зародышем, да, в начале разработки, но надо понимать, что мы их выпускаем по мере их востребованности. То есть у нас, ну, допустим, здесь был вопрос по родному языку, да, по каким-то языкам Республики Коми и так далее. То есть если, допустим, будет такой запрос от Республики Коми, язык и краеведение, то мы, конечно, с удовольствием такой ресурс создадим, но это будет отдельная работа, отдельный заказ. Да? По поводу вебинаров для учителей-предметников. Мы, как видите, сейчас проводим вебинары в основном для тех учителей, тех предметов, по которым у нас созданы новые ресурсы. То есть для них мы ведем эти вебинары по расписанию. В принципе, мы прорабатываем и вебинары для других предметов, но это в случае, если будет потребность, вот мы сегодня все ваши запросы зафиксируем, и если у нас наберется какой-то определенный пул учителей с разных регионов, в которые будет интересны наши ресурсы, мы, конечно, с удовольствием проведем и для них вебинар именно для учителей-предметников. В любом случае, я вам показывал сайты, да, schoolnd.ru наш сайт, следите, там мы всегда выкладываем информацию о предстоящих вебинарах. Значит, по поводу того, сколько человек одновременно могут пользоваться ресурсами. Любое количество зарегистрированных пользователей, которые у вас есть в сетевом городе, они могут пользоваться данными ресурсами. То есть количество пользователей не ограничено. Самое главное, чтобы у них был доступ в сетевой город образования. То есть, ну, в вашем случае это GIS-L. Так, пошаговые обучающие вебинары, я уже не знаю, как на это ответить, что может быть еще пошаговее, чем то, что мы рассказали. Есть у нас пошаговая инструкция, которую я вам отправлял в чат, то есть там все расписано вот подробно, все, о чем рассказывал я, о чем рассказывал Дмитрий, это вы все можете увидеть. Значит, что еще? Так, ну, по ресурсам. Да, ресурсы эти платные, но сейчас у нас есть соглашение с Республикой Коми, в рамках которого мы предоставим эти ресурсы. Кроме того, мы сейчас вот ряд ресурсов для бесплатного доступа вот на сайте obor.nd.ru, как раз открытые ресурсы для бесплатного доступа для всех желающих на период вот этого карантина до конца учебного года. Ну а что касается Республики Коми, то я обращаю внимание, что на сегодняшний день для вас все абсолютно наши ресурсы бесплатные. То есть можете пользоваться ими абсолютно свободно. По поводу ресурсов для СПО, значит, ну это отдельная история. У нас сейчас кое-что есть в этом смысле, да, но мы только начинаем работу в этом направлении, но уже есть определенные ресурсы, которые здесь не представлены. То есть мы здесь говорим про ресурсы для школ. То есть это отдельно, на самом деле, тема для разговора. Ресурсы для СПО – это история такая специфическая, поскольку, ну, понятно, то есть там, если мы, допустим, создаем ресурс по русскому языку, мы понимаем, что он будет востребован во всех школах по всей стране. Если мы, допустим, создаем какой-то ресурс для СПО, то там есть определенное ограничение по его использованию. Поэтому эта штука получается еще более дорогостоящей. Поэтому вот, ну и требует там отдельных компетенций на их разработку. То есть, ну, в принципе, мы этим занимаемся, мы к этому сейчас активно подходим. Так. Значит, что касается вопросов организации дистанционного обучения, просто некоторые тут по аттестацию там и так далее, то я здесь, к сожалению, не смогу вам рассказать все это в полном объеме. То есть мы вам показываем наши ресурсы, мы вам показываем то, как этими ресурсами можно пользоваться. Что касается обратной связи с учениками, обратите внимание, что здесь мы показывали вам, что мы специально не создавали никакую другую новую систему взаимодействия, да, понимая, что у учителей сейчас и так очень много различных ссылок на разные ресурсы, логинов, паролей и так далее. Мы ориентировались на то, что
у учителя должна быть одна система, в которую он входит, в которой он свободно работает. В том числе в ней должны лежать и ресурсы, и все средства коммуникации. Поэтому в сетевом городе у вас есть система электронных сообщений, вы можете ей пользоваться. В нашем разделе конструктора уроков вы видите в папочке, там есть ссылочка «Назначенные», и там вы видите все свои назначенные задания, и переходя туда, в назначенное задание, вы видите непосредственно, какой ученик какое задание выполнял. Вы можете открыть, еще раз говорю, каждое задание каждого ученика и увидеть, что он конкретно сделал. Да, это было вебинара, потом посмотрите запись, и все будет видно. Коллеги, ну, я надеюсь, я на все ваши вопросы ответил. Мне очень радостно, что есть интерес к нашим продуктам в Республике Коми. Я давно уже общаюсь с вашими коллегами, мы давно знакомы очень хорошо, и я очень рад, что мы с вами начали такое плотное взаимодействие. Надеюсь, что наши ресурсы будут вам очень полезны в вашей работе. Я тогда прощаюсь от нашего лица, желаю вам всего самого доброго. И самое главное, коллеги, не болейте. Удачи вам всем. Павел Евгеньевич, спасибо большое. Вам тоже всех благ, не болеть, быть здоровым. Всего самого доброго. Спасибо, до завтра. Будем стараться. Да, до завтра. Завтра еще увидимся.